Конец XIX века. На обширной территории Огинского ведомства проживали коренные жители с многовековым укладом жизни, хотя во второй половине прошлого века кочевую жизнь бурятских скотоводов постепенно сменяла оседлая. Наиболее зажиточная часть населения строила бревенчатые дома, при Огинской степной думе работала школа, имелись десятки буддийских храмов. Службу несли 2000 ламп. В целом в Забайкальской области служителей духовенства насчитывалось более 12 тысяч. Благополучие простого народа зачастую зависело от лам. Здесь текла по-своему знаменательная и только здесь живущим понятная жизнь. Тем временем в Петербурге, являясь приближенным царя, жил и работал выходец из Аги, уроженец местности Таптанай Жамсырын Бадмаев, он же знаменитый лекарь Петр Бадмаев. Будучи востоковедом и советником царя, Петр Бадмаев вынашивал идею об объединении Монголии, Китая и Тибета и взятии их под крыло России. Царь Александр III идею принял. В дальнейшем Петр Бадмаев предложил начать строительство железной дороги в восточном направлении. Последующий царь Николай II шовинистические идеи Петра Бадмаева не поддержал. Но что заставило царскую империю предпринять такой решительный шаг, как строительство железной дороги, в частности строительство Транссибирской магистрали, а еще конкретнее Маньчжурской соединительной ветви через северо-восточный Китай до Владивостока? Этот вопрос не только исторический, но и стратегический. Во второй половине XIX века на Дальнем Востоке в Тихоокеанском регионе за сферу влияния соперничали Япония, Англия, к которой присоединилась Франция, и Россия. Причем за этими тремя группами стояли Соединенные Штаты Америки, которые вынашивали свои стратегические планы, загребая жар чужими руками. Российская империя, расположенная на Евразиатском континенте, в то время на Дальнем Востоке имела весьма шаткую позицию из-за слабости коммуникаций и не могла противостоять проискам Японии, Англии, Франции и США. Чтобы выйти из тупиковой ситуации, России нужен был выход к берегам Тихого океана. Таким образом, было решено построить железную дорогу вдоль Амура, начав ее сооружение с берегов Байкала. Но усиление японской экспансии в отношении Китая заставило Россию построить китайско-восточную железную дорогу через Маньчжурию. Причем строительство стальной магистрали нужно было начать немедленно. И дорога строилась в рекордно короткие по тем временам сроки. Перед прокладкой дороги начались изыскательские работы. До Степной Аги дошла экспедиция изыскателей под руководством инженера путей сообщения Григория Васильевича Адрианова. По их подсчетам, наиболее приемлемым оказался маршрут через село Огинское. Служители Огинского дацана встретили иноверцев гостеприимно, но идею прокладки железной дороги через Агу отвергли. Возможно, их волновала дальнейшая экологическая ситуация края. К тому же вера буддийская не приемлет прогресса, тем более технического. Они попросту откупились золотом. Вот почему маньчжурскую ветку, как потом ее назвали Кайдаловской, пришлось строить от станции Тарской через хребты, скалы и сопки. Когда началось проектирование этой ветки, то главный инженер Андрианов, он встречался с Огинским тайшой и решали вопрос о выделении бурятских земель для строительства железной дороги. И он же выделил Андрианову и проводника бурята. Вопрос о выделении земель был решен. И строительство началось не только именно с китайского разъезда, ныне
станции Тарской, а на всем протяжении это Мальгузской ветви. Строительство железной дороги началось в 1897 году. Вот что рассказывает житель станции Бурятская Григорий Степанович Москвичев. Он лишь поведает нам то, что слышал от стариков, будучи пареньком. Родился я в 18 году в семье путевого рабочего отца, или как раньше называли, ремонтный рабочий. Помню по рассказам этих стариков, как строилась железная дорога. Ведь железная дорога строилась участками, не сплошная шла, а участками строилась. Материал доставляли к железной дороге на верблюдах, на лошадях, на валах. Вывозили все это со Сретенска. Дорога строилась руками безработных, отправившихся на поиски лучшей доли с запада на восток, истощенных силами арестантов и вольнонаемных. В перерывах между сезонными работами на строительстве были заняты казаки и крестьяне. В дальнейшем при строительстве использовали казаков, крестьян, бурят местных, которые здесь проживали. Когда пролаживали вот эту железнодорожную линию, в основном ведь поселки были, это по окраине леса, который спускается с севера Забайкалья. В южной части Забайкалья очень редко встречались поселки русские. В основном это буряты жили. Чтобы выдержать намеченные сроки, рабочие трудились от зари до зари. Наводнение 1897 года серьезно мешало выдержать темпы. Разразилась эпидемия сибирской язвы и чумы, люди умирали. Ряды рабочих подкосил сильный неурожай 1898 года. Зимой морозы доходили до 55 градусов, а рабочие жили в брезентовых палатках, в шалашах. Но работа шла. В строительстве дороги принимали участие и коренные жители края, буряты. Вот эти люди наравне со всеми вывозили съем грунта из карьера, поставляли лошадей как тягловую силу, скот на мясо, молочные продукты. На своих верблюдах возили рельсы и шпалы из Сретенска. Возводили насыпи местами высотой до 6-8 метров. Работа шла вся вручную, на тачках возили.
на правом там взрывали, взрывчатка динамитом взрывали. Буряты, скотники относились хорошо. От стариков я не слыхал никакой ни обиды, ничего. Жили дружно, между прочим. Помогали даже вот эти, которые приехали на железную дорогу. Буряты очень хорошо помогали. По дешевой цене просто продавали коров этим рабочим. А рабочие некогда приезжали с семьями были. Ну и также баран покупали. И выделяли покосы. Но большинство, правда, покосов по лесу косили. Но и им за это помогали. Они деньги не брали, а им помогали загородить поскотину. Раньше все эти сенокосные участки были огороженные. Среди местного населения особенно стало известно имя Аюши Арсаланова. Сейчас, спустя 100 лет, точно неизвестно, какую должность он занимал на строительстве. Но рабочим был не рядовым. Сохранилась личная печать Арсаланова, где отчетливо виден оттиск 2 начальных букв алфавита, что значит Аюши Арсаланов. За свой труд на строительстве железной дороги указом царя Российской империи Аюш Арсаланов был награжден орденом. Мой прадед Арсаланов Аюша, житель местности Магойты, в частности Амитхаша, принимал участие в строительстве железной дороги, а именно маньчжурской ветки. Был награжден правительством медалью, но медаль какая именно не сохранилась в наших архивах, но она была с изображением паровоза. Сын Аюша Арсаланова, Дарма, он стоит слева, тоже был занят на строительстве железки. Сохранились его подлинные документы. Сейчас вы увидите удостоверение Дармы Аюшиева о том, что он действительно состоял на службе китайской восточной железной дороги при конторе строителя Хинганского тоннеля конторщиком и переводчиком монгольского языка с 5 марта 1901 года по 1 мая 1904 года. Жалование получал 200 тысяч рублей в год. Сохранился аттестат от конторы торгового дома Петра Бадмаева в Чите. Его сын, старший сын Дарма Аюшиев, мой дед, перед революцией и после революции он работал в кооперативах, в местных кооперативах. Значит, я неоднократно писал о том, что он принимал участие в выведении забайкальской тонкорунной породы овец. 14 июля 1900 года маньчжурская ветка была проложена и сдана в эксплуатацию. Начали ходить составы. Вот фотография первого крушения на этой ветке. Помешал снежный занос. Случались и поломки паровозов. Известен случай, как простой бурятский кузнец отремонтировал паровоз. Его имя Буим Бадмын Гармыжап. В простонародье его называли Пиранглей. Эти изделия изготовлены его рукой. К сожалению, его и нет, но тут мы видим его жену, справа стоит его внук, в будущем известный композитор Аги Дагба Ринчинов. Моя бабушка Дондакова Бутит часто мне рассказывала о моем дедушке. Около Андриановки поезд по какой-то причине остановился. И не могли найти дефект там, бывший инженера там. И пригласили мою дедушку. Он, говорят, нашел этот, устранил дефект, и поезд как нормально тронулся. Такую историю она рассказывала. Думается, бурятский кузнец отлично разбирался в свойствах железа. Наверное, механическую поломку могли бы устранить и машинисты. Видно, кузнец либо запаял трещину в котле паровоза, или сумел устранить утечку пара, вследствие чего поршень паровоза перестал работать в холостую. Точная причина неизвестна. С тех пор минуло 100 лет.
Сегодня через станцию Моготу регулярно идут эшелоны с углем, коммерческим грузом, курсируют пассажирские поезда Забайкальск-Чита, Приаргунск-Чита. Останавливается скорый международный поезд Москва-Пекин. Маньчжурская ветка не только укрепила восточные рубежи царской России, но и славно послужила в годы войны с милитаристской Японией. Без этой дороги победить в той войне, возможно, было бы трудно. На железной дороге много лет проработал первый бурятский железнодорожник Падма Десылов. Более 40 лет проработал начальником станции в Могойтуе Александр Морозов. Через станцию Могойты и в довоенный период времени, когда создавались колхозы, другие организации учреждений в районах, производилась поставка всех необходимых материалов, техники, та, которая в то время и имелась. Техники хоть было еще и немного, но все это производилось через железнодорожную станцию. Особенно наша станция приобрела значение в послевоенный период времени. Хотя и в военный период времени тоже станция на Могойте играла большую роль. В военный период времени мы производили отгрузку на фронт лошадей большое количество. Не только те, которые наготавливались в округе. Но здесь была специально создана такая организация «Бурконь», которая производила заготовку лошадей Монгольской Народной Республики. И мы производили отгрузку всех этих, значит, лошадей для фронта. На станции Могойтуй, продолжая династию, работает машинистом сын Александра Дмитриевича, Юрий Александрович Морозов. Машинистом я работаю с 1966 года. Вы заканчивали? Да, я заканчивал Читинскую техшколу номер 1. Как, сложно работать? Да, работа сложная и ответственная. Железная дорога требует постоянного ухода и ремонта. Вот так проверяется состояние путей. Ремонт производим. Вот у нас подъемочный ремонт был совсем недавно. Производим, делаем. Поезда должны ходить круглые сутки. И мы работаем также круглые сутки. Бывает субботу, воскресенье. Всегда. Магистрали большой вклад внесли ветераны дороги, а также те, кто сегодня уверенно продолжает начатое ими дело. Коллектив станции Могойты сегодня настойчиво работает над выполнением своих плановых заданий. Это 70 вагонов погрузки, 600 тысяч рублей сбора за тарифы и сборы. Но при всем том, что коллектив пережил большое сокращение штата. И мы на сегодня надеемся только на техническое оснащение. То есть это установка компьютеров, товарного кассира на рабочем месте дежурного поста. Сегодня по маньчжурской ветке ходят лишь дизельные тепловозы. Но хочется верить, что в скором будущем вдоль дороги протянутся электрические линии и побегут по нашей железке быстроходные и чистые электровозы.